Друзья, добрый день! Сегодня у нас в гостях, по вашим многочисленным просьбам, полюбившийся всем вам Федор Крашенинников, политолог и публицист. И мы снова хотим ему, по большой просьбе, кстати, задать несколько таких животрепещущих вопросов. И первый, наверное, то, о чем мы говорим сейчас, это депрессия в белорусском обществе, ну и в российском обществе, потому что мы разговариваем про Беларусь, про Россию, синдром выученной беспомощности и вообще как с этим бороться и можно ли ему как-то противостоять. Да, здравствуйте. И очень приятно, что мои скромные выступления и мысли постороннего, в общем-то, человека вызывают интерес и у дорогих белорусов. Все-таки приятно, что мы остаемся интересными друг другу, вопреки стараниям нашего начальства. Так и должно, наверное, быть. Я надеюсь, что наступит прекрасное время, когда мы все будем дружить, еще и украинцев позовем, но без вот этих вот отвратительных людей, которые испоганили жизнь трем народам и продолжают двум народам это делать дальше. По поводу депрессии, это, конечно, тяжелая тема, особенно для нас, для людей, которые живут в том числе и вынуждены, назовем уж честно, иммиграции, потому что в этом ничего особо хорошего нет, это довольно грустно. И довольно грустно для тех, кто живет в наших странах, понимать, что оппозиция разгромлена, уехала за границу, ничего не меняется к лучшему, меняется к худшему. И тут как бы возникают разные тенденции и действительно отчаяние у людей, что вот мы ничего не можем изменить, и даже некоторая злоба, что вот вы, значит, хитренькие уехали, оттуда нам что-то рассказываете, вам там ничего не угрожает, значит, вы там как сыр в масле катаетесь за деньги Госдепа, как им рассказывают заботливые люди. И, в общем, конечно, все это создает очень неприятную ситуацию, когда люди действительно теряют интерес к политике, у них возникает отчаяние и, в общем, готовность терпеть происходящее. Надо, во-первых, понимать, что для этого все и делается. Что мы, наверное, сегодня еще про это будем говорить, но, в общем, психологическая война и психологическое воздействие на большие массы людей, это ведь не какая-то досужная домыслы конспирологов. Да? Это есть, в общем, разработанные теории пропаганды, без всяких там каких-то облучений лучами, без каких-то там даже там НЛП-технологий. Нет, это просто нормальная работа с человеческой психикой, с психикой масс, что можно возбуждать массы какой-то пропагандой, там, можно подавлять массы, вгонять их в депрессию. И то, и другое чревато проблемой, потому что вообще неплохо, чтобы общество жило в каком-то спокойном состоянии, как мы, допустим, наблюдаем в благополучных странах, там, Западной Европы. Да, вот в Швейцарии был референдум, в Германии прошли очень интересные сложные выборы, никто никого не зарезал, не побил, не случилось никаких ужасных там расколов общества. В Соединенных Штатах, как мы помним, недовольны итогом выборов ходили штурмовать Конгресс, а в Германии никто Рейхстаг штурмовать не ходил. Почему? Потому что люди удовлетворились, сходив на избирательные участки, и, в общем, теперь запаслись попкорном и ждут, какая же будет коалиция. Причем, будучи убеждены, что их мнение учтут. Потому что так уж принято в этих странах, в Германии, что надо не просто создать коалицию, как удобно там берлинским политикам, еще и по мнению узнать членов партии. Поэтому, конечно, это хорошее состояние общества. Но если мы говорим о недемократических обществах, о тоталитарных режимах, то, конечно, в таких режимах общество надо держать в состоянии фрустрации. Это должен быть или какой-то бьющий через край нездоровый энтузиазм, вызванный чем угодно. Шовинизмом, шпиономанией, там, я не знаю, чем-то еще, религиозным каким-то экзальтацией. То есть вот что-то должно происходить, чтобы люди были заняты не повседневным, не думали о том, почему они так плохо живут и что вообще не так в их жизни, а там бредили чем-нибудь, неважно чем. Там в истории человечества есть масса историй, когда люди, как у Маяковского в стихотворении, под старые телеговые рабочие лежат, значит, вот через 4 года будет город сад. То есть вот они этим как бы себя, эти рабочие под телегой утешают, да? Хотя не факт, что в городе саде они не будут жить тоже под телегой. Или наоборот, есть другая, более, так сказать, хорошая технология, это, конечно, погрузить общество в состояние самой депрессии. С точки зрения творческих сил общества, развития, экономики, это, конечно, плохое состояние, потому что если общество находится в состоянии такой депрессии, упадка,
то, конечно, трудно ждать от людей какого-то энтузиазма в экономике или в каких-то сферах. Люди просто заняты стратегией личного выживания, у них плохое настроение в целом, и они смотрят в будущее без оптимизма. В дальней стратегии, в долгосрочной перспективе, конечно, это очень плохо для страны, что общество живет в таком состоянии. Но для конкретных правительств это очень хорошее и приятное состояние. Я думаю, что если мы уже конкретно будем говорить, допустим, о России, то там есть две части общества. Очень большая часть общества, люди, которым там от равнодушия дрейфуют как раз вот к этой депрессии. То есть чем более человек вовлечен в политическую жизнь, тем ему не нравится происходящее, его подталкивают к депрессии, что типа тебе должно быть плохо, там, ты должен бояться, что к тебе придут с обыском, там, до всех до вас доберутся, о чем прямо говорится. А если человек равнодушен в политике, то пусть он просто пребывает в таком каком-то равнодушном состоянии, что лишь бы хуже уже не было. И хорошо. То есть уже главное, чтобы не было никаких активностей. В Беларуси, я так понимаю, естественно, есть, конечно, в России какая-то часть общества, которая пышет энтузиазмом, но это, очевидно, те какие-то вот люди, которые являются бонусополучателями от внешнего режима или просто экзальтированные люди, у которых может быть очень хорошая военная пенсия какая-то или силовая. Вот он сидит дома, смотрит с утра до вечера телевизор и ждет, пока уже Владимир Владимирович Путин сбросит ядерную бомбу на Вашингтон. И его это как-то позволяет ему видеть мир как некую драму, в которой он участвует. Я не думаю, что в Беларуси очень много сейчас людей, которые живут в каком-либо энтузиазме, потому что не очень понятно, даже если есть какие-то живые, настоящие, искренние сторонники Лукашенко, он, конечно, наверное, есть, но даже не Лукашенко, а вот этого статус-кво. Трудно себе представить, что они испытывают какой-то прям распирающий их энтузиазм. Непонятно по поводу чего. Поэтому я думаю, что по моим ощущениям, из того, что я знаю, читаю и вижу, что белорусское общество погружено именно в состояние такой депрессии. И это очень устраивает Лукашенко, потому что зачем ему вообще... Надо, чтобы все боялись, чтобы все думали о том, кто недоволен, как уехать, а кто не хочет уезжать, чтобы они просто занимались там личным выживанием. И как с этим бороться? Бороться этим надо именно через осознание того, что от вас этого и хотят. То есть как только каждый из нас поймет, что наша депрессия, наше уныние, наш какой-то такой отказ, признание того, что все бесполезно, ничего не изменить, как только мы до этого дойдем, значит, кто-то выполнил свою работу очень хорошо. Нас выбили из активной жизни, нас воспитали этот синдром вымышленной беспомощности, и мы не представляем никакой угрозы. Да, что когда мы окажемся вовлечены будем в некую дискуссию, какие-то люди будут предлагать, давайте сделаем то, давайте сделаем это, очень полезно, чтобы для Лукашенко условно, да, чтобы собрались белорусы и стали, давайте что-нибудь сделаем, а большая часть говорит, не надо ничего делать, все бесполезно, мы уже все делали, ничего не получается. Это очень хорошо, зачем? В итоге ничего не получится, все развалится, ничего не будет. Поэтому надо с собой бороться с этими депрессивными состояниями, не стесняться обращаться к психологам, что называется, если прям совсем плохо становится. Но ни в коем случае не считать, что это нормально. А потребление контента? Тут надо, конечно, смотреть, что лучше действует. Да? Может быть, кому-то надо для тонизирования смотреть какие-то, так сказать, передачи, укрепляющие веру, что называется, да, то есть жить в своем информационном пузыре, а кого-то может, наоборот, тонизировать там просмотр какого-нибудь озаренка, чтобы он прям посмотрел, и, может, затрясло, и он побежал с криками, надо что-то менять, то есть у кого что. И наоборот, если, допустим, вас если государственная пропаганда и проповеди там этого всего победа Лукашенко вгоняют вас в депрессию, но не слушайте их, не надо, поищите людей, которые говорят что-то другое, потому что, собственно, они для этого и делаются. Для этого и создается весь этот огромный слой разноуровневого контента, и не только, кстати, в Минске. Я думаю, что значительное количество инфильтрованных людей, там, полезных идиотов, щедро выдают на гора достаточное количество пессимистичного контента, чтобы какой-то человек, который сам оказался на этой волне, она его унесла куда-нибудь подальше от активной политической жизни, от желания что-нибудь делать. Поэтому, конечно, надо очень тщательно тоже отбирать, в каком информационном пузыре жить. Если вас
ваш информационный пузырь угнетает и вводит вас вот в такое тяжелое состояние, ну, пожалуйста, проткните его, попробуйте что-нибудь еще посмотреть или ничего не смотреть, просто абстрагируйтесь на какое-то время от политики, потому что нельзя себя вот как бы позволять утонуть. Тем более сейчас еще осень начнется, зима, с учетом того, что многие из нас живут далеко не в самых солнечных странах, нам надо готовиться и так. В общем, зима это тяжелое время для человеческого организма. А зима для русских и белорусов будет особенно неприятной этого года, потому что мы, очевидно, будем ее проживать подходит к нам из наших стран. Ну что делать? Будет и весна, будет новое лето, и глядишь, так сказать, и будут хорошие новости, куда без них. Ну вот многие белорусы считают, что тоже одна из проблем это то, что оппозиция не может объединиться. И я слышала уже ваше мнение по этому вопросу, и я бы хотела услышать его еще раз, и думаю, нашим зрителям будет очень интересно. Да, спасибо за такой интерес, но вообще у меня очень простая позиция, что объединение оппозиции – это очень красивый лозунг, с которым очень выгодно выступать. Он как бы всегда вызывает какую-то поддержку, ну, потому что объединение, даже в наших языках заложено, что это всегда хорошо, вместе собраться и вот что-то такое создать. Соответственно, как бы все эту идею поддерживают. Но на самом деле это очень вредная идея. И не потому, что плохо быть вместе, а потому что процесс объединения, он вообще-то ведет к обратному совершенно результату. Почему? Вот вернемся к уже упомянутому процессу парламентскому в Германии. Что такое создание парламентской коалиции в Германии? Это значит, что люди, партии которых вошли уже в парламент, то есть они уже депутаты уважаемого парламента европейской страны, ничего им не угрожает, к ним не приходят по вечерам немецкая полиция, не бьет их по головам, они не живут в эмиграции в Испании, в Португалии, в Бельгии, они живут в Берлине, съехались туда, собрались и обсудили, на каких же условиях им создать коалицию, чтобы править Германией. То есть они, заметьте, сидели не шкурами убитого медведя Ангелы Меркель, которая никуда не собирается уходить. Они реально обсуждают, кто будет каким министром, на каких условиях, какая будет программа кабинета, учесть пожелания всех партий. Вот это объединение здорового человека, здоровое объединение. То есть там даже не надо никого призывать к этому, давайте все объединимся. С другой стороны, какой смысл объединяться всем, например? Зачем объединяться всем, если достаточно объединиться, согласно Конституции, той части, чтобы достаточно было, чтобы создать правительство. Вот все, эта часть объединилась, и бесконечно искать компромисса с ультралевыми и ультраправыми как бы не надо. Пусть они, пожалуйста, остаются в своем. И будет оппозиция, тоже нормально, что условно, сейчас 3 партии какие-нибудь создадут в Германии коалицию, будут радикалы в оппозицию, какие-нибудь например, христианские демократы или те же социал-демократы. Что, это плохо? Нет. Надо ли ставить сверхцелью объединиться со всеми? Не надо. Надо создать работоспособное правительство, которое объединит какой-то здоровый центр, у него будет здоровая оппозиция, и это прекрасно. В ситуации иммиграции мы попадаем в совершенно другие условия. Во-первых, люди все находятся в стрессе, не имеют никакой реальной власти. То есть вот это объединение, оно не имеет никакого смысла. То есть предположим, все представители белорусской оппозиции, живущие в эмиграции, каким-то чудом собрались и объединились. Так это случилось. И что? Что-то прям изменится радикально от этого? Будет, та же Светлана Тихановская достаточно успешно представительствует. То есть я понимаю, что к ней могут быть разные вопросы, но как некий объединительный символ того человека, который выиграл выборы Лукашенко, она существует. То, что можно извлечь из этого символического представительства, мне кажется, белорусы получили очень много от этого. Надо ли, так сказать, тратить колоссальные усилия, чтобы был некий она же, допустим, Свет, или какой-то другой лидер, который уж прям лидер-лидер, прям всех-всех, да? Это первый вопрос. Второе, что значит всех-всех? Вот опять же, как мы на примере парламента обсуждали. Во-первых, совершенно понятно, что всегда будет кто-то недоволен. Следовательно, если кто-то недоволен, значит уже не все объединились. То есть, я не знаю, 80% объединились, а 20% нет. И тогда результат не достигнут, получается, правильно? То есть вы говорите, мы все объединились. Я говорю, не все вы объединились, мы против, значит, вы не все, мы создадим свое правительство. Таким образом, скорее всего, цель всеобщего объединения недостижима.
вот как бы это ни печально не звучало, она недостижима. Всегда кто-то будет недоволен. И в условиях иммиграции или там в условиях подпольной борьбы это всегда плохо заканчивается. И тому есть очень много примеров. Вот мы обсуждали перед началом эфира, что даже у Литвы, которая во время советской оккупации, даже литовская иммиграция не смогла создать единое какое-то правительство, несколько центров. Литовские партизаны, которые, значит, боролись с советской властью, на последнем этапе, я так понимаю, у них были большие проблемы с коммуникацией. Почему? Ну, там, сейчас мы об этом поговорим, что, в общем, тут еще, кроме объективных процессов сложностей человеческой коммуникации, есть еще и целенаправленная работа определенных противоположных структур, которые делают все, чтобы этого никогда не состоялось. Да? Ну и, наконец, самое плохое в идее объединения – это сам процесс объединения. Да? Он очень сложный. То есть это предполагает, что огромное количество людей, живущих разной жизнью, возможно, в разных странах, городах, должны потратить какое-то значительное количество усилий, ну, может, даже в наше время сидя там в зумах и скайпах, решить все свои противоречия, ну, вот ради этого символического единства. Но, как мы знаем, в политической борьбе, в общем, часто так бывает, что многие люди на разных флангах друг друга не очень любят. И в процессе вот этого принудительного, значит, сидения за одним столом, они могут разругаться еще гораздо сильнее, чем они бы, допустим, раньше. Так они раньше просто друг друга игнорировали, например, да, или вяло поплевывали друг друга из разных флангов. А теперь они как бы вот слеснулись, и вот все вскипело, как бы, да, и те обиды, которые, может быть, никогда не вышли на поверхность, они и вышли. И поэтому все те, кто призывает вот к объединению, что давайте, это люди, которые, скорее всего, или в большинстве своем это просто люди, которые достаточно далеки от всей этой кухни и действительно просто даже, наверное, никогда не задумывались о том, как все это на практике возможно. Я их прошу просто задуматься на эту тему, попробовать хотя бы жильцов своего подъезда вот ради интереса объединить вокруг чего-нибудь. Вот прям, чтобы все жильцы в большом доме многоквартирном подписались, я не знаю, на какое-нибудь начинание. Даже это невозможно. А это чаще всего равнодушные люди, которым просто ничего не надо. То есть вашим врагом будет равнодушие. Хотя может найтись один какой-нибудь человек, который будет бегать и кричать: лично мне там ничего не надо, еще и всех отговорит с вами иметь дело. Правильно? Бывает такое? Поэтому можете провести эксперимент вот в своем подъезде, в своем доме, а потом подумать, а как вообще можно объединить в одну, так сказать, структуру множество амбициозных людей, которые каждый видит себя, и справедливо, ну, предположим, лидером Беларуси будущего. Это ведь неплохо. Это же нормально, что вот будет в России, Беларуси, дай бог, демократия, выборы, и ваша партия, и другие партии будут не участвовать. Потом, глядишь, так сказать, вот будут эти самые коалиционные переговоры, и вот тогда уж действительно надо будет всем со всеми собираться, договариваться, и спокойно в Минске, значит, там, в специально построенном дворце, значит, не боясь полиции, не думая о том, что вы будете есть на ужин, потому что это ваша работа, вы политики, у вас зарплата, там, вы депутат. Вот как должно проходить объединение. Но есть еще одна, так сказать, вещь, о которой многие вообще не задумываются, а это вещь о том, что вообще-то у советских спецслужб, а в общем КГБ Беларуси, как мы знаем, даже и называется КГБ Беларуси, то есть в России ее хоть переименовали, что, в общем, ничего не изменило. А в Беларуси даже переименовывать не стали, то есть дорожат славными, в кавычках, традициями. Так вот, вообще советские спецслужбы собаку съели на борьбе с разными иммиграциями. Потому что в разное время советские спецслужбы противостояли как раз очень разным иммигрантским силам. То есть 20-е годы это были белые иммигранты, с одной стороны, прежде всего белые иммигранты разных, а кроме того были национальные структуры, то есть это и украинская, там, отчасти, возможно, белорусская, хотя, я так понимаю, она тогда была не очень крупная. Кто там еще были? Ну, предположим, Литовцы. Да, ну Литва была все-таки, нет, я говорю про 20-е, 20-30-е годы. Главные силы советских спецслужб были направлены на развал белой эмиграции. Ну, условно белые, они, конечно, были никакие не белые, они там были и социалисты, и кто угодно, но советские спецслужбы четко понимали, что вот это вот несколько миллионов уехавших из России, тогдашней царской России людей, а там были и грузины, и кто угодно, они, не дай бог, они там что-то договорятся где-то и будут как бы вместе. Поэтому надо их всех аккуратненько между собой, значит, рассорить, а самых боевых вывести из игры. Да? Поэтому там лидеров боевой части белой эмиграции, офицерской, там генерала Кутепова убили, там выкрали.
А вот эти вот все бесконечные попытки объединиться приводили только к тому, что люди ссорились все сильнее и сильнее. В итоге там было миллион разных фракций. И что это, в общем, победа советских спецслужб была очень хорошо показана в советском фильме «Неуловимый мститель». Там есть такой эпизод, когда корона Российской империи, когда два опереточных императора значит, делят корону России там, в кабаке, и все дерутся. Так примерно и было, потому что действительно там кто-то себя провозгласил императором, кто-то с этим не согласился. И, в общем, совершенно очевидно было, что никакого единства иммиграции не было, и советская власть ничего не угрожала. Потом, после войны, прибавилась сюда литовская эмиграция, латышская эмиграция, опять же усилившаяся украинская эмиграция, уехало очень много людей во время войны, и всех их продолжали дискредитировать, работать с ними, работать с диссидентами внутри Советского Союза. Этим занимались спецслужбы всех стран социалистического блока. Я, например, с большим... Ну, вообще, давайте скажем честно, что диссидентское движение в Советском Союзе к началу перестройки фактически было уничтожено и развалено. Это была небольшая горстка людей, которые, может быть, высоко несли знамя своего морального превосходства, но в практическом смысле они, конечно, были абсолютно невлиятельны, изолированы от основной части советского общества. Большинство советских людей даже знать не знало о том, что существуют какие-то борцы за их свободу. Как я последний человек умер от голодовки в 86-м, что ли, году в тюрьме, уж перестройка начиналась. Кроме того, внутри диссидентских движений тоже постоянно был развал. Люди друг друга подозревали в работе на спецслужбы. Развод, самое распространенное. Да, такие же подозрения царили во всех эмигрантских организациях. И как потом выяснилось, там условное радио «Свобода» был полностью нашпиговано советскими агентами. И НТС была такая организация тоже. Почему? Потому что, когда ты противостоишь спецслужбам какое-то государство, даже пусть это не очень успешное, большое, влиятельное государство, и спецслужбы не очень хорошие, как у Беларуси. Мы, в общем, все уже поняли, что почерк КГБ Беларуси это вот что-то тупо, топорно, кроваво, значит, и безобразно. Вот так они работают, да? Но в любом случае это спецслужба государства. Это люди, которые там могут пользоваться инфраструктурой посольств Беларуси, диппаспортами. У них есть там бюджеты гораздо больше, чем у любой белорусской оппозиции. Давайте честно, сколько бы там, что бы там ни писали пропагандисты там про белорусскую, про любую оппозицию. Любая оппозиция, даже у самой нищей страны, в разы более нищая, чем ее власти. Потому что даже в какой-нибудь самой разграбленной африканской стране уж для себя-то диктатор всегда наскребет достаточно денег, чтобы заплатить за там, слежку за своими оппонентами в Париже и где угодно. Так оно всегда и происходит. То есть, что мы в итоге-то получаем? Что вот есть некое сообщество оппозиционеров внутри страны и иммигрантов за ее пределами. На них давит, во-первых, человеческий фактор, сложности вообще договориться, особенно без причин. Да? Самое, как я уже сказал, никакой причины фактической, вот прямо острой необходимости договориться не существует. Это выдуманная цель. Да? А кроме этого, есть еще и целенаправленная работа спецслужб, у которых есть советские качественные методички. Они очень качественные, повторюсь, потому что они достигли, советская разведка достигла своих целей, разложив, по сути, все антисоветские миграции. И диссидентское движение в Советском Союзе, и в ГДР, я тоже как-то занимался этой темой, что к моменту краха ГДР диссидентское движение в ГДР было практически уничтожено. То есть это были люди атомизированы, морально подавлены, значит, самые буйные или уехали в Западную Германию, или сидели в тюрьме, или сидели в депрессии, и, в общем, там уже вот от них никакой угрозы людям не шло. Я думаю, что в каком-то смысле белорусы должны понимать, как это работает по состоянию дел до начала больших протестов. То есть вот до прошлого года, что такое из себя представляла, там, допустим, белорусская эмиграция политическая, белорусская вот эта вот оппозиция. Это было какое-то несколько, я думаю, что вы прекрасно все это знаете, несколько групп, которые были там в сложных отношениях между собой, достаточно изолированы, многие из них, как вот, допустим, самая первая волна, вот там Зенон Поздняк и компания, да, которые давно уехали из Беларуси, они были изолированы, более того, они настолько были дезориентированы своей жизнью в другой, что они могли своими какими-то, и могут сейчас своими неосторожными какими-то высказываниями фактически помогать. Потому что всегда же важно пропаганде создать имидж врагов, что иммигранты это какие-то поехавшие люди, которые там вообще на своей волне живут, что-то несут какую-то чепуху, вам вообще это надо, послушайте, что они говорят. Да?
И какой-нибудь, не знаю, обыватель с ужасом слушает какой-то вообще какого-нибудь человека, которого вообще никогда в жизни не видел, не слушал. Он говорит, познакомьтесь, это, значит, там министр правительства в изгнании, там какой-нибудь, по делам, там, я не знаю, всего на свете. Человек думает, вы там все с ума посходили. Это распространенная, кстати, тема. И я думаю, это мечта вообще, мечта любой там такого режима, чтобы где-нибудь кто-нибудь создал правительство в изгнании. Кстати, хорошо, что не пошли и вы на это. Потому что это все очень комично, опереточно выглядит. Что вот есть некая, значит, страна, там, все. Но у нас уже создано. Ну, у вас там это по-другому немножко называется. Ну это... почему? Вот Зенон Поздняк, ну, вот, наверное, недели 2 назад. Как бы вот это как раз начало какой-то нехорошей оперетты. При всем, так сказать, уважении к его там, политическим заслугам и геройствам прошлого, создавать правительство в изгнании – это вообще такая вещь, на которую надо идти в очень редких случаях. То есть мы знаем примеры правительств в изгнании успешных только, допустим, в случаях нацистской оккупации, когда там норвежское правительство, нидерландское правительство, то есть там прежде всего монархи уезжали в эмиграцию в Лондон, и там создавали правительство в изгнании. Там даже у де Голля были сложности с легитимностью его правительства до определенного времени. Там был еще один французский, я уже забыл его фамилию. Англичанам не очень нравился де Голль, и они, в общем, делали ставку на другого человека, на какого-то, потом просто тот там погиб или что-то случилось, в общем, и де Голль. Ну, то есть, как бы любое правительство в изгнании – это очень сложная тема. Оно должно быть не только опираться на какую-то абсолютную легитимность внутри страны, например, как правительство Нидерландов в эмиграции. То есть, королева Вильгельмина уехала, премьер-министр уехал. Ну, что бы там ни происходило в Нидерландах, они всегда говорят, ничего не знаем. Королева, значит, по радио сказала, что премьер-министр вот этот, а вы все, значит, оккупанты. Все понятно. Нету, безусловно, всем понятно, кто королева, кто премьер-министр. То же самое в Норвегии, да, все. Наше правительство там. Или польское правительство в изгнании, да, то есть там Польша растерзана Германией и Советским Союзом, там они... Кто спасся, уехали в Лондон, объявили себя польским правительством. По сути, польское правительство в изгнании это было остатки легитимного польского правительства, которое существовало в Польше. Вот как можно формировать правительство в изгнании. То есть это должны быть части легитимной власти, которые просто переместились куда-то под влиянием каких-то обстоятельств, оккупации, там, чего-то еще. Все остальные истории про давайте какие-то никем не выбранные люди непонятно где объявят себе правительство, ну давайте мы себя здесь объявим правительством союзного государства на двоих. Что же это просто будет смешно. И это отпугнет и от вас, и от меня, наверное, многих здоровых людей, которые скажут, ну слушайте, ну что вы там совсем, ну, так сказать, какое вы правительство, кем вы руководите? А для пропаганды вся хорошая какая-то история. Допустим, вы говорите, Лукашенко нелегитимен, а вот Поздняк-то, конечно, легитимен. Вот прям легитимный правитель Беларуси аж правительство создал. Давайте себе посмеемся. Я не обвиняю его в том, что он сознательно там является каким-то человеком, который это делает по указанию. Но, к сожалению, всегда ведь есть люди, которые на ушах сидят. Всегда есть люди, которые подкидывают нездоровые идеи и пропихивают их, а потом, может быть, даже и хорошие люди, сами того неведомые, вляпываются в некрасивые истории. Поэтому, конечно, любое вот такое вот опереточное правительство – это большой подарок Александру Григорьевичу Лукашенко. Потому что он бы хотел, наверное, чтобы, вот как глубоко советский человек, чтобы здесь, в Вильнюсе, в каком-то ресторане, два, значит, главы белорусских правительств в изгнании набили друг другу морды. Это было бы очень, вполне, да. Это было бы очень, так сказать, красиво. Я думаю, они бы просто наслаждались этими кадрами. И были бы правы по-своему. Потому что нет ничего более смешного, чем какие-то самоназначенные лидеры непонятно чего в столице там другого государства в ресторане, выясняющего, кто на самом деле там более. Но ведь все равно так или иначе как-то кризис этот нужно разрешать. Вот сейчас Лукашенко опять с этим референдумом, который он тянет, но с кем-то ему же нужно будет выходить на переговоры. Но всегда есть структура, так сказать, какая-то координационная. Для того, чтобы как-то взаимодействовать между собой и с обществом, достаточно координационную структуру. Я так понимаю, что он более-менее вы все между собой так координируетесь. Просто нет никакой оперативной потребности создавать единый орган. А координироваться, пожалуйста, то есть, ну, ведь понятно же, чем все должно кончиться. Он должен уйти, да, иммиграция должна вернуться, должны пройти какие-то независимые выборы, а потом вот как бы станет понятно, кто у кого партия, кто кого представляет, а у кого ничего нет и кто ничего не представляет. Вот тогда станет понятно, кто с кем должен вокруг чего объединяться.
А сейчас каждый имеет право говорить, нас миллионы, и у меня там огромная поддержка. Проверить это, как бы, к сожалению, никто не может. Но поэтому никого нельзя отгонять и говорить, ты самозванец. Но при этом совершенно логично, что вот сколько бы людей не собиралось в эти координационные советы, это все равно некий такой предпарламент с очень осторожными, ограниченными полномочиями, потому что, естественно, любой человек в Беларуси может сказать: слушайте, а вы все кто, я вас что, избирал, что ли, куда-то, на основании чего? Ну, допустим, вот этого человека я знаю, а вот этих всех вообще первый раз вижу. Это как бы подрывает доверие. Поэтому действительно быть очень осторожным. Какие-то коалиционные там органы, координационные советы собрались, да, есть некий общий пункт, это вот свержение Лукашенко, проведение там условно демократических выборов. Нет ничего более глупого и странного и нелепого, чем вот находясь в такой ситуации, как там белорусская миграция или там российская, обсуждать программу. В рамках, допустим, единомышленников, конечно, можно обсуждать программу. Но вот говорит, давайте выработаем единую программу. Слушайте, ну что за бред? Зачем вырабатывать единую программу? С какой целью? И тут есть тоже еще один момент, в принципе, он вытекает из сказанного, что иерархии государственные всегда проще бороться с иерархией. То есть вот все спецслужбы, они иерархичны. И они понимают, как действует иерархия. Поэтому они, конечно, нуждаются, чтобы все объединились. Потому что если есть некая структура понятная, они смотрят, это, значит, это руководитель, это его заместители, секретари, помощники. Смотрим, куда можно внедриться, куда можно ввести человечка, и они эту структуру изнутри очень быстро разваливают. То есть прямо вот надо таким трезвым взглядом почитать историю советских спецслужб и их борьбы с диссидентскими, мигрантскими организациями, и вы это увидите. Только возникает какая-то большая организация, она тут же тонет в скандалах, дрязгах. Там классика жанра. Выборы председателя, не согласны с сделанным выбором, мы выберем своего председателя, вот уже у вас два председателя, потом, естественно, обвинение в растрате казны, кто, значит, растратили все деньги, и понеслось, и я думаю, все это проходили миллион раз. И это не случайность. Это и есть методичка, по которой все разваливается. Потому что мигранты живут скромно, бедно, люди живут там в стране вообще издалека на все наблюдают. И там, потрясение бумажками, он за наши общие деньги купил себе, значит, там, я не знаю, Мерседес. И там щеголял, гулял по ресторанам Вильнюса и профукивал народные деньги. Да, это, может быть, кому-то выглядит смешно, а какому-то человеку, который еле концы с концами сводит, он скажет, все с вами понятно. Вот вы чем там все занимаетесь. Собрались до кучи, значит, деньги. И, собственно, это и звучит постоянно в пропаганде, да. И в белорусской, и в российской. Шикуют, воруют, деньги, значит, вот им там всем дают миллиарды, они там их между собой делят, значит, и профукивают там по шикарным кабакам Вильнюса, значит, и Варшавы очевидно. Да, я, кстати, сдаю недвижимость в Вильнюсе здесь. Ну, да. там уже там целая мифология, параллельная вселенная. Я вот избавляю себя, но я просто знаю, что некоторые люди, допустим, из моих знакомых следят за тем, что они говорят, там просто целая, как у Соловьева, там есть параллельная вселенная, в которой они где-то там живут, чем-то владеют, что-то с ними там происходит. То есть люди просто без них их женили. Ну, так, а потому что потребителю всей этой пропаганды это все очень хорошо накладывается. Что, чем они там все занимаются? Они там, значит, вот все шикуют, жируют, воруют наши деньги. Там вот вы им помогаете, шлете какую-то помощь, а они ее просто потом вот нам, не знаю, пропивают там в кабаках. Да, покупают себе недвижимость. Иди проверь. Как бы, вот и все. То есть здесь, опять же, деньги. Да. Любая организация – это деньги. А деньги – это всегда повод поругаться насмерть. Поэтому после этого долгого монолога, вот, собственно, подумайте еще раз, точно ли вы считаете нужным, чтобы вот с учетом вот этих всех обстоятельств там все организации там, белорусской оппозиции создавали какую-то там единую структуру и объединялись. И когда кто-нибудь будет настойчиво, особенно упирать на лозунг «давайте все объединимся, что же вы не объединитесь», вы просто внимательно смотрите за этими людьми, потому что кроме искренних и честных людей, которые правда, ну, вот им кажется, что это так же логично, там будут и люди с анонимными аккаунтами, и люди с засвеченными аккаунтами, и очень много откровенно каких-нибудь провокаторов, которые радостно всегда готовы сначала агитировать за всеобщее объединение, а потом очень активно действовать наоборот. Кстати, мне рассказывали в одной из европейских стран одна активная дама, что была какая-то попытка создать какую-то организацию русской миграции.
какую-то такую, туда вступили какие-то люди, и, в общем, очень быстро как-то она развалилась. Как-то очень быстро все перестали общаться, поругались. И на волне протестов создается белорусская организация, а эта дама вышла замуж, сменила фамилию, и она уже была там под другой фамилией. И поэтому они, те же старые ее знакомые, которые уже вступали в российскую мигрантскую организацию и чудесно ее развалили, они уже были тут как тут, все уже, так сказать, теперь уже белорусы. И они уже теперь вступали в белорусскую организацию, значит, и с теми же, с той же инициативностью, давайте мы все туда-сюда. То есть, ну, она говорит, они, конечно, друг друга узнали, и ребята быстро, значит, вышли из разговора. Но факт остается фактом, да, то есть что-то где-то создается, туда всегда сразу набегают какие-то специально обученные люди, они всегда полны энтузиазма, они всегда берут на себя все, мы все организуем, давайте я буду председателем. И люди думают, знаешь, какие активные, хорошие люди. А потом выясняется, что это люди откуда надо люди, и их вот эта вот нездоровая активность, она привела к тому, что в итоге-то ничего и нет. Вот и все. Тогда у меня еще такой будет вопрос к вам, потому что снова всплыло на повестке белорусской проект Конституции, который собирается Лукашенко выносить на референдум, хотя никто этого проекта еще не видел и никто не читал его. Мы знаем только отдельные какие-то части. Поэтому что вы думаете? Это интересная тема, что когда вы мне сказали про Конституцию, я пошел смотреть, что вообще известно про новую Конституцию. Всегда же интересно, что обсуждать. Надо хоть почитать, где, о чем говорим. И я выяснил, что все обсуждают какие-то фразы Лукашенко, которые обсуждают какой-то ему известный проект. А значит, что там за проект, что там в нем написано, ничего не понятно. Это, конечно, очень дурно все попахивает, потому что референдум по Конституции должен быть хотя бы какой-то текст, который мы должны все обсуждать, чтобы было о чем поговорить. Раз текста нет, очевидно, есть какие-то большие сомнения по поводу этого текста, или он там где-то срочно готовится. Правильно заметили, что вообще не очень нужно, конечно, Лукашенко все это дело, его вполне устраивает нынешняя Конституция, и вообще все устраивает. Очевидно, он бегает с этой идеей по каким-то пропагандистским причинам. Во-первых, потому что он брякнул про Конституцию вот тогда, когда его припекало. Он, значит, пообещал Конституцию менять. И вот теперь, очевидно, он думает, что как-то надо с этим обещанием что-то делать. А что конкретно он еще, очевидно, не до конца для себя не решил. Очевидно, на него давит и Путин со своими всеми вот этими интеграционными запросами. А тут тоже ведь Конституция — это текст. Там что будет написано, что Беларусь — это суверенное государство, или что? Тогда тоже не очень понятно, что все проголосовали за суверенное государство, предположим, они пройдут референдум, пусть даже фальсифицирован. Но выяснится, что все поддержали суверенное государство. Какая же тут интеграция, это, извините, что некое противоречие. А если в тексте написать что-нибудь, так этот скандал начнется как бы заранее, да? То есть какая-то двойственность получается. И то не надо, и вроде как не стоит прописывать, что Путина не раздражать, что он денег больше не даст. И как бы прописать интеграцию, так это, во-первых, и Лукашенко превращается в хромую уточку. Все очень быстро поймут, о чем с ним, с дураком разговаривать. Все, тебя скоро не будет. Вы же объединяетесь с Россией, так вот надо с Путиным, а ты вообще там кто? Временно исполняющий, да? Он это тоже понимает, я думаю. Плюс, что он там обещал? Ограничение власти президента? Что же он сам себя будет ограничивать, да? Для него это вообще, я думаю, тема просто поговорить. Единственный плюс во всем этом конституционном рассуждений только один. И вообще, зачем ему все это может быть нужно? Ему нужна какая-то легитимная процедура. Ему нужно что-нибудь такое провести в Беларуси, чтобы как бы вернуть политический процесс с улиц куда-нибудь в понятную терминологию. Например, новой конституции там люди проголосовали, поддержали, новые выборы по новой конституции, нового парламента, а там, глядишь, и новые президентские выборы. То есть, в принципе, так вот, если думать, что, конечно, Лукашенко в идеале, так вот я сейчас встану на его позицию, хорошая идея провести заново президентские выборы, но уже с учетом сработанной ошибкой. Ну, то есть никакой, конечно, там Тихановской быть не должно, вообще никого не должно быть. Даже вот, или там выборы будут из одного референдума о доверии, например, или там, я не знаю, уж какие-нибудь такие будут сравные подставные фигуры, которые вообще заведомо не могут быть точкой консолидации, или же голоса будут считаться, ну, то есть как бы, ну, прямо все будет понятно, что просто новые выборы, на которых гарантированно, как всегда, побеждает Лукашенко, но уже по новой конституции. А что, вот народ как бы принял конституцию, видите, проголосовал за нее, раз, легитимность.
новый парламент, 2 легитимности, ну еще и президентовыми выборами 3 легитимности. Поэтому вот вроде как, куда вы от меня денетесь. И потом все это предъявить опять европейским друзьям и сказать, видите, ну протесты закончились, а я вот люди ходят на выборы, голосуют, ну нравлюсь им, вот у нас все так хорошо велось. Это его, я думаю, такой большой стратегический план. И мы об этом постоянно и с вами говорили уже, что до тех пор, пока Беларусь сопротивляется, этот план, конечно, не может быть реализован. Как только она, так сказать, успокоится все, Лукашенко попытается, конечно, снова себя навязать уже в виде какого-то вот такого процесса. В этом смысле Конституция очень, конечно, полезна для перезапуска всей этой системы, чтобы себя заново переназначить, но уже в рамках типа новой Конституции, а потом ссылаться и говорить, а что вам всем не нравится. Видите, вот люди же все поддержат. Но это, как мы понимаем, довольно сложная все-таки в нынешних условиях процедура. Слишком много рисков окараться, что, в общем, любое голосование, как мы видим, даже в России, это по итогам последних выборов, даже совершенно бессмысленное, способно создать некий стресс для власти. Она начинает нервничать, начинает переживать. А Лукашенко и так, в общем, не очень уверенно себя чувствует. Поэтому, я думаю, он и тянет и с текстом, и с какой-то конкретикой. Потому что как только станет понятно, о каком тексте идет речь, и что там на самом деле написано, и о каких-то сроках, то это мобилизует и тех, кто против Лукашенко, и, возможно, там внесет некий, я не знаю, сумбур в ряды его сторонников. Да? То есть, что он там, там понятно, что есть какие-то разные интересы, ну и, опять же, Путин. То есть, какую бы он конституцию ни писал, ее будут очень внимательно читать в Кремле. Ну и опять же закончим, с чего начали. Нужна ли вообще Путину новая конституция Беларуси, чтобы что там было написано, что-то, что отрицает объединение с Россией? Глупо. Тогда вот первый пули Лукашенко скажет, что ты обманщик, зачем ты это делаешь. В общем, я думаю, этот процесс еще может довольно долго длиться. И тут надо, конечно, быть максимально готовыми к тому, что Лукашенко в решающий момент попытается ее быстренько вбросить и на большой скорости протащить. Но тут, конечно, путинская школа, как вот он своими поправками, то есть вбросить какой-то текст полный каких-то странных фраз и противоречий, а там будет что-нибудь одно. Вот как во все путинские правки Конституции, по сути, были нужны только для одного единственного пункта, да, что президент может снова избираться. Все остальное не имело никакого значения. Вот и в лукашенковском проекте будет что-то одно, что самое важное, ради чего вот эта вся и затеяна. Вот надо поэтому будет очень внимательно почитать Конституцию, хотя, не побоюсь, это будет как-нибудь там мелким шрифтом на последней странице написано, что Александр Григорьевич Лукашенко имеет право снова избираться, значит, и вот в исключительных случаях, последний раз, но имеет право. Ну, там сложная какая-то система, которую он пытается протолкнуть по подобию Казахстана, но это опять-таки не точно. Вопрос в том, что как он собирается проводить референдум в такой высокой политизации общества. И, в принципе, мы все ждем выборы. Сейчас все люди ждут выбора, они уже научились бороться, они понимают, что это единственный легальный способ, опять-таки. Поэтому он, очевидно, оттягивает этот вопрос. Насчет Казахстана, я как человек родом из Казахстана, слежу еще и за Казахстаном, и могу сказать, что Назарбаев, в общем-то, власть передал. Более того, не только передал власть Токаеву, еще и клан Назарбаева потеснили довольно сильно. То есть дочку его убрали из структуры власти. То есть поэтому едва ли Лукашенко может рассматривать казахский вариант как очень хороший. С учетом всех отличий казахстанского общества и казахского народа белорусского, там свои есть, так сказать, нюансы, которых нет. Но, тем не менее, никакой передачи власти, вот прям что Назарбаев назначил себе преемника, и тот при нем остались все при своих интересах, нет. Токаев, конечно, берет власть под себя, а Назарбаев, я так понимаю, что он просто очень болен, и ему уже думает о вечном, очевидно. Поэтому Лукашенко едва ли это может нравиться. То есть, кого бы он ни назначил реальным президентом Беларуси, кем бы он себя ни назначил, этот человек в любом случае получит в руки возможность, в том числе избавиться от этого вот другого человека сзади. И тут очень сложная должна быть какая-то комбинация. И даже в России эта история с Медведевым и Путиным, она была очень шаткой. То есть потому что какого бы ничтожества человек не посадил вот на этот пост, всегда есть большой риск, что дрогнет, что его подкупят, соблазнят, уговорят, там все что угодно. Поэтому тут, конечно, надо быть очень внимательными. И действительно, не торопиться с выборами, потому что на выборах создадите стресс.
И я надеюсь, что вы, конечно, избежите, он не успеет втащить вам электронное голосование. Это потому что требует колоссальной нагрузки. Я не знаю, в каком состоянии в Беларуси вся вот эта структура с госуслугами, есть ли она вообще у вас, электронное правительство и вот эти все. Что в России на самом деле они к этому давно шли и неплохо подошли, что в России существует реально вся инфраструктура получения госуслуг через интернет. Это очень удобно на самом деле. Даже я недавно там получал паспорт и выяснил, ну, в общем, это действительно работает. И к этому они просто прикручивают еще электронное голосование, и поэтому им удалось облапошить неплохо какое-то количество людей. Если в Беларуси этого нет, то следите, чтобы не появилось. Потому что как только у вас начнут внедрять электронное голосование, вы знаете, чем все это кончится. Там уже и референдум состоится, и выборы пройдут, а вы даже не заметите, что... Дело в том, что основная часть айтишников уехала, и Лукашенко очень удачно с ними борется и выжимает их за границу. Я думаю, что и поэтому ничего не получится с электронным голосованием на ваше счастье, но если про это зайдут разговор, то вы должны понимать, что это оно. Ну, электронное голосование сейчас готовит Зубр, тот, который подготовил «Голос» в прошлом году, на котором голосовали. Это альтернативная какая-то? Альтернативная, да. Поэтому альтернативная сейчас уже Зубр готовит новую платформу для голосования, но она и была готова. Поэтому она как бы готова, и все сильные айтишники находятся здесь. Это очень хорошо, но тут главное, чтобы то, о чем мы вначале говорили, чтобы на почве альтернативных выборов в интернете оппозиционных, оппозиция вся не переругалась между собой. Потому что мы как-то в России еще в 2011 году пытались избирать Координационный совет оппозиции в интернете, ничего хорошего не кончилось, все переругались. Тут мы снова возвращаемся к началу, к тому, что надо быть осторожнее. В прошлом году электронное голосование показало самое главное, что выборы были фальсифицированы, и это люди реально увидели, потому что люди в прошлом году была очень высокая активность, люди реально пошли, люди складывали бюллетени и голосовали на голос. Это главное, что сейчас превращает любые выборы в способ противостоять режиму, это то, что люди способны договориться о неких единых действиях по интернету. Вот при советской власти это было невозможно. Предположим, если бы в советское время был какой-нибудь интернет, и советские люди могли договориться, давайте все напишем в бюллетенях «Брежнев дурак», предположим, и миллионы людей по всему Советскому Союзу написали, возможно, это бы, так сказать, погрузило советскую систему в некий ступор, допустим, потому что, как бы, одно дело там, когда один диссидент в миллионном городе написал «Брежнев дурак», а другое дело, когда там целая урна, значит, бюллетеней, на каждом написано «Брежнев дурак». Это, как бы, наверное, бы заставило задуматься очень многих людей. Поэтому возродить советскую систему такого, что прямо выборы без альтернативы ничего не происходит, уже не получается. Выборы всегда стресс. В том числе и благодаря интернету. Поэтому если эти интернет-проекты оппозиционные помогают альтернативной мобилизации общества и какой-то их объединению белорусского общества вокруг противостояния Лукашенко, это очень хорошо. Но надеюсь, что просто бойтесь электронного голосования. В тоталитарных режимах электронное голосование, как мы видим, становится очень важным орудием подавления. Есть только одна страна, где электронное голосование зарекомендовало все хорошо, это Эстония. Но это уникальный проект. Между прочим, в той же Германии, о которой я уже говорил, Конституционный суд запретил электронное голосование, потому что если есть хоть какое-то сомнение в том, что там можно подкрутить, то лучше не надо. А в тоталитарных режимах они даже, как мы знаем, на аналоговых выборах умудряются фальсифицировать. Этим людям только доверите вот эту возможность. Мы увидим то, что мы видели в Москве, когда то есть, в России оппозиция вышла уже на тот уровень, когда она стала побеждать даже на участках. Ну, тут у нас, так сказать, заработала ядерная бомба, да, то есть вы там победили на участках, ну и хорошо, а мы, значит, нажимаем на кнопку и говорим, ой, надо же, какое чудо, значит, победили все равно не вы. Поэтому, ну, надо, тем не менее, на выборах действительно можно что-то добиваться с помощью консолидации. Большое спасибо, было очень интересно. Прощайтесь. И будем очень благодарны, если вы будете к нам приходить почаще.